Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Екатерина Голикова, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Но сначала несколько слов скажу о том мероприятии, ради которого мы сегодня собрались. 30 октября, послезавтра, в историческом парке «Россия. Моя история» пройдет фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты». Этот фестиваль проходит вообще впервые в России. Мы прям первопроходцы. И сегодня в нашей студии люди, которые имеют непосредственное отношение к этому мероприятию, организатор этого фестиваля, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Владислав Хабаров. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня преподаватель Якутского колледжа связи и информационных технологий Юлия Вахрушева. Юлия, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. И мы не так давно выходили и говорили о том, что этот фестиваль состоится. И вот сейчас накануне наша цель напомнить всем тем, кому эта тема будет интересна, а будет она интересна школьникам, тем, кто хочет понять, какая профессия для него, в какую сферу ему идти, куда поступать, возможно, каким-то студентам, которые, может быть, ошиблись, поступив в какой-то вуз и хотят, может быть, не вуз, в техникум, в колледж, и хотят, может быть, как-то изменить свою профессиональную судьбу. Ну и, конечно же, родителям школьников, да, которые заинтересованы, чтобы их ребенок состоялся профессионально. И, Владислав, расскажите, пожалуйста, как тем, кто, может быть, только впервые слышит про то, что это мероприятие будет проходить в пятницу 30 октября, узнать основную информацию, как записаться, чтобы прийти туда участникам, и что интересного будет на этом фестивале, что получат те, кто туда придет. Всем добрый день. Вот у нас в 2025 году отмечается 5-летие нашего Центра опережающей профессиональной подготовки. Учреждение, которое было создано в 2020 году, именно одним из направлений которого является профориентация. Юбилейный год это. Да, юбилейный год для нас. И мы долго думали вообще, как провести этот юбилейный наш праздник, и решили отметить его работой, сделать здесь фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты». Название, оно тоже не случайно выбрано. У нас каждый четверг для школьников проводится курс внеурочных занятий «Россия. Мои горизонты», где в рамках этих занятий раскрываются профессии, которые востребованы у нас в стране, в России. У нас вот осенью мы с федеральным партнером Фондом гуманитарных проектов насчет этого беседовали и настояли на том, чтобы в Якутии был проведен первый такой фестиваль, именно учитывающий региональные особенности. Почему Якутия «Мои горизонты»? Мы хотим показать вот школьникам, что есть здесь очень много востребованных профессий, что здесь в Якутии есть вузы и учреждения среднего профобразования, где можно получить такую профессию, что здесь можно заработать, развиваться, быть успешным и выстраивать свою карьеру. Сразу, извините, перебью вас, спрошу, какие профессии на сегодня востребованные? Ну, мы показываем именно вот как раз и визионерские лекции для школьников, студентов по 3 направлениям. Это промышленность. Промышленность, она будет всегда, промышленная отрасль в Якутии, она будет всегда развиваться, была, есть и будет. Второе направление — это IT. IT сейчас не только вот как одно направление программистов, там дизайнеров нет, а IT именно во всех сферах, да, начиная с здравоохранения, заканчивая сельским хозяйством. И третье направление, то, что вот наше правительство, наш личный Илдархан всегда продвигает, это креативная отрасль. Чтобы люди что-то умели делать, творчески подходить к какому-то процессу и продавать его. Вот именно 3 отрасли, на которых мы делаем ставку как республика и показываем ее вот в рамках нашего фестиваля. Но помимо этого также будут представлены и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Все мастер-классы для школьников будут представлены. У нас как раз есть преподаватель из техникума связи и инновационных технологий. Это как раз IT же, да? Сфера IT. Юлия, расскажите, пожалуйста, насколько эти профессии востребованы? Я вот знаю, что в техникум связи очень много желающих поступить. По крайней мере, если эта информация не устарела. Но... Не, у нас действительно большой конкурс. Каждый год мы будем представлять безопасность. Выделили нам такую сферу. Ну, наверняка на ваш мастер-класс придут много школьников, потому что все-таки это популярные профессии, востребованные, те профессии, которые готовит ваш колледж.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы много ребят посетили наши мастер-классы. Я забыла, в чем вопрос был. Я уже сама забыла. А расскажите, пожалуйста, про мастер-класс. Что завтра ждет тех, кому вот эта специальность, кому эта сфера, кому эта область понравится, кто решит связать свою судьбу с вашим колледжем? Вот так как нам выделили сферу безопасности, мы хотели показать то, что безопасность у нас может быть не только кибербезопасность, да, а физическая безопасность тоже очень важна для, ну, вообще в целом для человека, для учреждений, организаций. Поэтому мастер-класс наш называется «Безопасность на связи». Мы хотим, чтобы ребята попробовали своими руками собрать пожарную сигнализацию и настроить систему видеонаблюдения, что в нашей жизни как бы сейчас используется везде, и в домах, и в учреждениях, в организациях, как бы безопасность наша. Так этот мастер-класс и ну, даже тем, кто не пойдет потом в колледж ваш, да, поступать, и просто даже и родителям, даже, может быть, и взрослым будет полезен. Я вот, например, ничего такого не умею. Ну, должно быть полезно, да. А родители смогут присоединиться, вот, например, что-то попробовать вместе с ребенком, как бы, чтобы это был такой тандем, например? Не, у нас вот, мастер-классы только для детей. Только для детей. Для школьников 6 по 11 класс. Я объясню, почему. Вообще, вот сейчас тренд вообще по стране вести профориентацию через профессиональные пробы. Мы пытаемся делать так, чтобы ребенок как можно раньше попробовал профессию руками, понял, да? Вот вообще на самом деле жизнь всегда состоит из проб. Вот мы, допустим, учимся в вузе либо в техникуме, потом пробуем эту профессию потом. Но мы хотим сделать это раньше, чтобы он в школе уже попробовал профессию, допустим, какую-то. Она ему понравилась, действительно душа лежит к этой профессии, и потом уже принимал решение об обучении в каком-нибудь колледже или вузе. И вот для этого мы и делаем мастер-классы по всем направлениям, которые есть и представлены, и востребованы, главное, в экономике нашей республики. Вот Юлия хорошо рассказала на примере, да, может быть, какие-то еще примеры приведете, какие-то будут мастер-классы, чтобы смотивировать тех, кто, возможно, сейчас смотрит и думает, идти или нет. Ну, у нас будут несколько, вот мы называем их среды, да, вот, допустим, сфера услуг, да, там будут представлены повара, поварские мастер-классы. Если вот ваш ребенок вдруг, да, мечтает стать поваром, он может попробовать там приготовить что-нибудь. Будет там кондитерское дело, будет там ресторанный сервис, да, можно попробовать быть официантом или вот барменом, да, вот такие мастер-классы. Еще у нас вот про безопасность сказали, есть еще умная среда, да, вот айтишная, там, проектирование, 3D-моделирование, есть строительная сфера, строители, можно малярами чуть-чуть поработать. Вот это как, ну, больше в игровой манере 30-минутные мастер-классы, погружающие ребенка в профессию. И 30 здесь, минут это много. Да, и здесь важно, чтобы ребенок был один, потому что выбор-то он будет в будущем делать один, не с родителем вместе. Поэтому, ну, с родителем вместе, конечно, будут выбирать, но хотелось бы, чтобы профессиональные пробы они прошли одни. А для родителей у нас есть отдельная площадка. Мы их ждем на площадку для мастер-классов для родителей, они отдельно будут проводиться. Там уже, там что будет? Там больше, ну, беседы с психологом, да, вот как работать с детьми в подросткового возраста. Будут про приемную кампанию ОГЭ, ЕГЭ. Мы собрали все вопросы, которые родители интересуют. Мы же работаем с родителями. У них очень много вопросов про целевое обучение, да, вот какие изменения есть в ОГЭ, ЕГЭ вот в этом году. Вот про это мы собрали всех экспертов, которые у нас есть в республике, и они расскажут тут про нововведения, какие изменения сейчас есть. Вы ждете еще гостей, спикеров на этот фестиваль из других регионов, городов? Да, уже сегодня вот большая команда с Москвы вылетает, это наши партнеры, фонд гуманитарных проектов, они будут вести именно вот деловую программу, да, вот, допустим, прилетает Кирилл Кузнецов, он генеральный директор гуманитарных технологий, это одни из лучших профориентаторов у нас в стране вообще, да, и вот он про методику профориентаторов. Мы хотим, чтобы фестиваль был полезен не только для родителей, школьников, но и для тех, кто проводит профориентацию на местах. Ну, для наших школьных учителей мы их всех позвали, для директоров образовательных организаций. Мы хотим, чтобы наш фестиваль однодневный, пусть, но был полезен максимально для всех.
Понятно, что вот этот Кирилл Кузнецов прилетит, но он не будет у нас целый год тут работать. Он день прилетит, но мы его максимально используем, чтобы он поделился знаниями с теми, кто проводит профориентацию на местах. Тогда завтра вы приглашаете и школьников 6 класса? Послезавтра, 30 октября. Послезавтра, да, 30 октября, это будет четверг. Вы приглашаете школьников с 6 класса? 6 по 11 по 11 класс, их родителей, для которых будет площадка отдельно. Также приглашаете учителей и школ, и учебных заведений, да, средних. Да, и высших. И среднего профобразования, и вузов. Всем, кому интересна профориентация, она интересна сейчас всем вообще абсолютно. Их всех зовем на нашу площадку «Исторический парк Россия. Моя история». А еще кого я не назвала? Ну, там школы, техникумы, вузы, они все, по-моему, уже подтвердили свое участие, да, родители, студенты обязательно тоже будут. Там же у нас еще будет площадка не только вот мастер-классы, но и будут площадка лекций успешных людей. Людей, которые выстроили карьеру в Якутии, обучаясь в Якутии, выстроили карьеру в Якутии, стали успешными здесь. Именно вот по промышленности, по креативной отрасли и по IT. А пока имена этих спикеров держите в секрете или уже... Нет, почему? Ну вот наши спонсоры и партнеры фестиваля, это как раз есть те люди, которые как раз выстроили здесь успешную карьеру. Ну вот будет Прокопий Филиппов, да, генеральный директор платформы «Мост». Да, вот с ними мы вместе работаем. Будут с корпорацией развития Якутии ребята. У нас еще, с промышленности торговая экономическая компания представит свои практики. Там есть у нас Алмазы Набара, Алроса. Все вот именно для школьников, студентов будут давать установки и вообще, простым языком попытаются раскрыть вообще секрет успешной карьеры. Тогда у меня вопрос к вам и к Юле. Какие-то мастер-классы или какие-то вот такие вот лекции, где выступают вот успешные, да, люди спикерами, вы сами хотите, планируете посетить? И будет ли у вас на это время? У нас навряд ли время будет, потому что мы будем работать с детьми, показывать мастер-классы, поэтому, а так очень хотелось бы, конечно. С коллегами, да, вы будете этот мастер-класс проводить? Да. Но он 30 минут длится, это как? Это вот разовый? Или там, например, поток прошел, потом еще следующий поток, опять 30 минут, так, да? По потокам, ага. Ну тогда, да, тогда у вас и времени не останется что-то для себя полезное. Как-то обидно. А какая-то запись будет вестись, чтобы вы потом, например, могли... Да, запись тоже будет вестись. Ну, да, поток, мастер-классы, конечно, они будут целый день на... Да, там не отдохнешь. И этот фестиваль, он будет проходить с 9 утра, да, 9 часов открытия, а дальше... И в 7 часов закрытие, в 7 часов вечера. Это если кто-то туда собирается прийти, то он должен вот весь день посвятить этому мероприятию, или он может просто на какой-то мастер-класс прийти? Это на самом деле часовое мероприятие для человека, который пришел с улицы, родитель с ребенком, приходит к нам, и ровно час на посещение 2 мастер-классов. И он может посетить еще колледж сейл, это наша тоже активность, где продаются продукции наших колледжей. Да, он может посетить эту выставку. А какая это будет продукция? Что за продукция? Начиная с кондитерки, заканчивая сварочными изделиями, костяными изделиями, то, что делают наши студенты и преподаватели в рамках... Это можно будет купить, да? Да, мы как раз по-моему, 4 года назад начали эту практику продавать продукции наших студентов, и тоже колледж сейл будет представлен. Для родителя еще будет интересно, мне кажется, посетить как раз визионерские лекции. Да, это, на самом деле опыт успешных людей на самом деле очень сильно мотивирует для людей. Ну и родительская площадка, там будут свои мастер-классы от психологов, от профориентологов. Ну и можно посмотреть еще, там параллельно будет идти конкурс «Лучший профориентолог». У нас на финал отобрались 8 лучших профориентологов, 7 человек с Якутии, 1 человек с Приморья. Они представят свои профориентационные практики, как они работают со школьниками. Слушайте, как насыщенно, вы такую большую работу проделали. Да, очень большая работа. Очень большая работа. И выглядите очень свежо, хотя у вас сегодня день тоже такой достаточно насыщенный, да, вы прям с корабля на бал. За меня работает, поэтому свежо выглядим. Кстати, вы тоже тогда можете провести какую-то лекцию, да, или мастер-класс, быть спикером, чтобы рассказать, вы тоже же ведь успешный человек, вы молодой, и смотрите, как вы делегировали, да, свои какие-то такие... Я провожу пленарное заседание первые 10 часов. Там будут у нас заместитель председателя правительства Анатолий Асколович Семенов, Нергуна Афанасьевна Соколова, наш министр образования.
Мы хотим обсудить вот как раз со всеми, кто ведет профориентацию на местах, ну и, конечно, московскими коллегами, обсудить вообще, как ведется профориентация, должна вестись в регионе. Мы просто не хотим повторения, вот лично я не хочу повторения вот той ситуации профориентационной, когда вот работа на самом деле давно не велась в 90-е, да, мы подготовили столько юристов-экономистов, что с лихвой хватит на несколько лет вперед. А сейчас вот нам нужно так спрогнозировать эту работу всем вместе, не только там образовательные учреждения, это неправильно, там еще работодатели, там наши органы исполнительной власти, все вместе подключиться и спрогнозировать, попытаться, да, и сделать так, чтобы наши ребята потом нашли свою работу. И вот вокруг этого будет вестись пленарное заседание. Как-то можно тогда, значит, настроить ребенка, да, на какую-то сферу, на которую нужно. Такая манипуляция хитрая. Нет, просто честно показать, что востребовано. Что востребовано, да. Главное, с детьми же быть честными. Мы школьникам не можем врать, что тут там, у нас понадобится очень много юристов или очень много там каких-то других. У нас реально мы показываем, что промышленная отрасль будет востребована, она будет очень востребована и в будущем. Мы показываем, что креативка будет развиваться, что IT будет развиваться, что в сельском хозяйстве нужны кадры. Мы все это будем показывать честно. И просто там навеяние моды просто не идти, а показывать честно, какая потребность есть в регионе. Но если будут вот спикеры делиться, которые стали успешными, может быть, они какой-то секрет раскроют, что они как раз-таки прощупывали, да, вот это вот, ну, спрос, чтобы был спрос на то, что они хотят дать в социум, населению. Владислав, для тех, кто нас слушает и хочет получить чуть больше информации, возможно, будет верным назвать сайт, где смогут зайти и полностью информацию получить. И кроме этого еще какая регистрация же должна была быть, да, кроме того, чтобы... Ну, фестиваль-то он сам на самом деле платный. Да, вот после обеда мы ждем сейчас для школьников, билеты будут продаваться по 500 рублей. Но это самый минимум, который... Это символическая цена. Да, символическая цена. Но хотя вы сказали, что там не разбежишься, да, то есть будет возможность посетить 2 мастер-класса, да, и посмотреть продукцию, это все. Да, да, ну и посетить вот деловую часть. 500 рублей он будет стоить билет. Сейчас уже продажи идут на платформе МОСТ. Только для ребенка, а родители смогут прийти бесплатно, как сопровождающие. Да, да. Для родителей бесплатно. И я бы хотел сказать, что вот он, во-первых, с регионального бюджета мы ни копейки не получили на это мероприятие, да, но это просто будет самоокупаемый фестиваль. То есть мы впервые его делаем вот так, что с бюджета не берем средства, а сами за счет вот спонсорских вливаний, да, я уже перечислил, 4 спонсора у нас есть, которые именно финансово помогли организовать этот фестиваль. Это огромная работа, чтобы техникумы все пришли, там разместились, мастер-классы провели, все эти спикеры там откуда-то прилетели. Это очень большая работа, именно и финансовая в том числе. Да. Да, и поэтому вот все-таки какой-то мизерный, такой маленький взнос от школьников должен быть, мне кажется, чтобы они, Мне кажется, это правильно, потому что, купив билет, человек тогда говорит о том, что ему это нужно. Да. Все-таки не просто кого там, да, взяли и привели, а все-таки он хочет. Да, и в билеты входит и раздатка. Мы даем им там блокноты, ручки, все, что закупаем за эти деньги. На самом деле они все будут и там промокод на наши услуги. То есть эти 500 рублей отбиваются сразу. Так что, можно сказать, что это и не платное мероприятие, да. Потому что сразу же ты приходишь, и эти деньги как будто бы и тратишь уже на то, что для себя. Плюс еще какие знания, да, какие возможности, профессию посмотреть. У нас остается 1,5 минуты до конца нашего блока. Может быть, вы что-то хотите сказать еще или еще раз пригласить слушателей и зрителей на мероприятие, которое пройдет 30 октября. Уважаемым слушателям, наверное, родители сейчас примерно моего возраста, наверное, у которых старшеклассники, вот дети с 6 по 11 класс. Вот в наше время же не проводились таких больших фестивалей профессий, не раскрывались такие профессии, и мне кажется, вот сейчас для вас и для нас всех уникальная возможность показать нашим детям честно, какие профессии, какие направления востребованы будут у нас в республике. И в том числе чуть-чуть отвлечь наших детей от повестки, которая на сегодняшний день вообще в мире сложилась и в стране, да. Слишком много тревожных новостей. Мы хотим показать им перспективу, будущее, поэтому называется «Якутия. Мои горизонты». Пусть они заглянут за горизонт, в том числе для того, чтобы выстроить свою успешность, карьеру и посмотреть свое будущее в привязке к своей будущей работе.
Да, и возможность выбрать, это же тоже про выбор, да, то, что ребенок может посмотреть и найти то, что ему подходит. Юлия, я думаю, что на ваш мастер-класс завтра обязательно придут, и спасибо, что вы сегодня уделили время нашим слушателям и зрителям, и через короткие 4 минуты, дорогие друзья, мы увидимся, у нас будет другая тема, поэтому оставайтесь, не переключайтесь. Гостей я благодарю за интересную и полезную информацию. 30 октября приходите. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, в нашей студии гости, я рада их представить. Сегодня в нашей студии молодежка Народного фронта в лицах. Это Никита Попов. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Нартахов. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии руководитель волонтерского движения «Добровольцы» Светлана Архипченко. Светлана, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Вы настоящие герои. Вы в тылу очень много делаете для того, чтобы тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, держит линию фронта, и вы очень много помогаете бойцам специальной военной операции. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы делаете, что у вас получается, в чем вам нужна помощь, и, возможно, нужны еще руки, люди, какая-то информация. Ну, вот с последнего эфира, когда мы у вас были последний раз, у нас, конечно, произошли большие изменения, большой прогресс в нашем волонтерском движении. У нас уже не 17 филиалов, а 60 филиалов. Вот. Также мы расширились, помимо Якутска, у нас, значит, 17 филиалов по республике, и также у нас филиал в Белгороде. Мы открыли швейный цех. У нас 30 швейных цеха и также цех в Новосибирске по изготовлению антидроновых одеял. Вот. Мы, в принципе, справляемся своими силами. Когда вы приходили, это было, наверное, год назад, да? Может быть, чуть это больше. Это был 23-й год. Да вы что, так время быстро летит. Это была осень, да, 23-го года. И у нас был из района глава Дыгдала. Да, был вот у нас Тампонский улус и Дыгдал, а сейчас у нас очень много филиалов по республике, и у нас еще также в Белгороде, на котором мы очень сейчас делаем такой акцент, что они нам очень хорошо помогают. Это наши девочки, землячки с Батагая. И в тот эфир я помню, что вы говорили очень много о том, что вы плетете сети. Но сейчас не только сети, сейчас столько всего вы много делаете. Расскажите, у нас не так много времени в этом блоке, и я хочу, чтобы каждый из вас рассказал, и чтобы все услышали, и, возможно, кто-то присоединился. Да, но, значит, раньше, когда вот мы только начинали, мы только занимались плетением маскировочных сетей, но потом в дальнейшем в работе мы, значит, начали собирать гуманитарную помощь. Это тактическая медицина. Также вот стали делать обмундирование для наших военнослужащих. И также вот сейчас, получается, мы шьем одеяла антидроновые. Вы так много отправляете туда посылок? Да, груз большой, да, стараемся каждой фуры через фонд Донбасс мы отправляем гуманитарку до дома Азовска. В этом году я принимала гуманитарную миссию. Я ездила в Новоазовск, работала на опорнике. Я с вашим секретарем говорила за кадром. Очень много чего вы делаете, вы так скромно молчите. Смотрите, гуманитарная миссия, да, молодежки Народного фронта, помощь семьям, участникам СВО, проект «Все для победы», форум «Женщины создают будущее», работа в опорном пункте, волонтерское движение «Добровольцы». Давайте об этом подробнее. Кто, может быть, присоединится и расскажет о чем-то еще? Может быть, Никита, вы как-то добавите? Расскажу про молодежку Народного фронта. Давайте. На данный момент являюсь заместителем координатора молодежки Народного фронта от республики нашей. Вот. Наша деятельность заключается в том, в основном, это помощь «Все для фронта, все для победы». Это мы оказываем помощь семьям участников СВО, семьям, которых погибли военнослужащие. Мы оказываем им помощь в виде, сухпайки, вот, там бабушки, у которых погибли сыновья, они говорят, можете вот прийти нам снег почистить. Мы собираемся нашей дружной командой и идем помогать. Также мы ездим в зону специальной военной операции. Это в зону, получается, боевых действий. Мы работаем на опорных пунктах. А что вы там делаете? Гуманитарная помощь, мы раздаем ее, также, получается, мирным жителям оказываем помощь.
Вот просто приведу примеры. Вот будет прилет по зданию, вот мы туда выдвинемся и будем расчищать. Никита, вам сколько лет, напомните, пожалуйста? 18. Вы очень молодой, и вы уже несколько раз ездили, да, вот в такие вот командировки, в горячие такие вот точки? Вот в гуманитарную миссию от Народного фронта я еще не ездил. Я ездил с матерью 17 лет, вот, будучи 11-классником. Вот мы вместе с матерью ездили, получается, в Мариуполь, на Запорожское направление, в населенный пункт Розовка. Вот там мы доставили гуманитарную помощь. У вас орден есть, вы в прошлый раз надевали, сегодня не надели. Скромничаем. Да. Вот. Вот про гуманитарную миссию, вот у нас в январе наша команда выдвигалась, вот, и Вячеслав был в ее числе. Можешь, Вячеслав, добавишь? Да, мы ездили на гуманитарную миссию. Сначала в городе Ростове разгружали тонны гуманитарной помощи, затем отправились на новые регионы. Там тоже поделились. Ребята поехали тоже на склады и помогали адресную помощь уже непосредственно людям, которым прилетело снаряд, помогали, расчищали, давали сухпайки. А мы работали в военном госпитале в Донецкой Народной Республике, помогали военнослужащим, также сортировали гуманитарную помощь. Такое дело большое делаете и такие скромные. Вот, Никита, я знаю, что вы сам из семьи, у вас отец, да? Да, и старший брат. На свой старший брат. Как они? Да, получается, мой старший брат Попов Виктор Валерьевич, он уезжал в первый раз в 23-м году через боту Урбарс-2, получил тяжелое ранение, и вот сейчас восстановился, и в 25-м году, в сентябре, уехал. Опять уехал? Да. Вот. Также отец, у меня он штурмовик, он сейчас тоже с ранением в госпитале восстанавливается. Ой, дай бог, чтобы живые были. Как ваша мама-то вот это вот все вот, и вы еще тоже вот тоже же туда рветесь вы? Ну, мама, конечно, беспокоится. Конечно. Вот, по своей возможности тоже старается волонтерить, плести сети. Наш волонтер. Вот. Ну, делаем все для фронта, все для победы, чтобы враг был быстрее разбит, а победа была за нами. Спасибо вам большое. Вот все для победы, и женщины создают будущее. Светлана, я в этом году в июле месяце была на форуме «Все для победы». Мы, значит, встречались с Владимиром Владимировичем Путиным. А где он проходил? Это было в Москве, в центр России. Там все проходило. И также мы участвовали с молодежкой были. Мы с Васевым ездили, с Тимофеем. И вот недавно я тоже вернулась с форума «Женщин, создающих будущее». Меня в команду взяла Анжелика Егоровна Андреева, Союз женских организаций. Прошел форум, там, конечно, был отдел, посвященный СВО. В основном это, конечно, больше на реабилитацию после всех завершений действий. Ну, больше будут работать, наверное, психологические центры, клинические психологи. А вы почему этим занимаетесь? У вас тоже кто-то из семьи на СВО? Нет, у меня вообще никого нет. А почему вы решили этим заниматься? Ну, И вы почти все время этому отдаете, я знаю. Нет, я считаю, что это мой гражданский долг. Вячеслав, а ваша какая история? Вы почему пришли вот в молодежку и стали этим заниматься? У меня 2 брата на СВО. Один мобилизованный, второй контрактник. А так волонтерскую деятельность я начал во время учебы в медицинском колледже. Также мы тоже выезжали в военный госпиталь в Ростове, помогали, оказывали медицинскую помощь военнослужащим. Вера Петровна Дичкевич была нашим куратором. Затем я вот познакомился с Народным фронтом, и также мы помогаем. Вы будущий врач, да? Я уже окончил среднюю уже специальность, закончили? сейчас поступил, но уже не по врачебной специальности. Изменили уже профессию? А кем будете теперь? Сейчас Отучились в колледже медицинском и передумали, да? баллов не хватило, сейчас учусь на политолога. Ну, ничего себе, вы изменили все так. Но с другой стороны, может быть, сыграла роль то, что вы занимаетесь сейчас. Может быть, вы как-то поменяли отношение к профессии, волонтерством? Ну да. Ну, еще хочу добавить, вот недавно мы ездили на федеральный тактико-стратегический форум «Рубеж», где нас подготовили, обучили. Там было приближенные события военных действий. У нас была тактическая медицина, военная топография. Тоже мы разгружали гуманитарную помощь, как бы
была тренировка. И сортировали грузы, и эти грузы пошли потом на Донбасс. Ну, была такая легенда, типа вот прилет, все, беженцы, нужно собрать помощь. И мы собирали, сортировали, также все ушло туда. В соцсетях часто мелькают такие сборы, да, когда просят собрать либо для какого-то бойца, либо для покупки чего-то. Значит, очень много нужно. И денег, и людей. Ну, во-первых, мы участвуем в сборах. Также, получается, мы принимаем заявки, их отрабатываем. Мы провели 2 благотворительных концерта добровольцы. Деньги у нас ушли все практически на закуп материала и также оптики. Сейчас у нас 15 декабря в ДК Кулаковского будет проходить благотворительный концерт, в который участвуют все школы музыкальные, школы искусств будут участвовать, они проводят, и мы, значит, в этом тоже принимаем участие, и все денежные средства пойдут на реабилитацию военнослужащих. Это уже будут выступать дети на сцене? Это будут дети, да, будет военная тематика, и вот сейчас с Народным фронтом мы буквально вот сейчас ведем, будем на постоянной основе собирать денежные средства на оптику, на дроны. Сейчас мы как раз это все будем обсуждаем, как правильно собирать, как вот, чтобы ни карты там ничего не заблокировали, это будет более официальным, будем стараться помогать ребятам, особенно молодым, которые БПЛА. Когда такие объявления видят, некоторые люди, либо не понимают, как в этом поучаствовать, либо, может быть, боятся, что это может быть не совсем какое-то честное объявление. Как выйти на вас, тем, кто хочет помочь, и вообще какая помощь вам нужна? Может быть, вам нужны какие-то такие, не люди, да, просто не человек какую-то сумму отправит, а с предприятия, с какого-то, чтобы это было я работаю, ощутимо. Да, с предприятиями, то есть мы проводим беседы, обсуждаем, как это вот, собираем сборы и обсуждаем конкретно. Вот сегодня, допустим, у нас был благотворительный концерт, допустим, будет 15 декабря, а мы вот решили вот эти суммы передать для реабилитационного центра. Следующий там, вот сейчас будет у нас сбор на Мавике, да, вот эти все, для определенного подразделения, понимаете, вот каждая копейка, да, каждый рубль, он очень важен там на фронте, чтобы помочь. А вот на концерт как вы будете приглашать людей, чтобы все места были раскуплены? Потому что вот я знаю, что когда вы выступали, делали концерт, выступали и сами волонтеры, да, добровольцы на сцене, и в зале тоже были добровольцы и волонтеры. То есть свои пришли поддержать своих, большей частью. Но вот когда мы проводили благотворительный концерт, у нас мы не могли там кого-то просить со стороны, мы сами участвовали своими силами, у нас волонтеры все довольно-таки очень творческие люди, и у нас НВК Саха — это наши волонтеры. То есть вся вот реклама, мы все делали своими руками. У нас НВК Саха, они у нас и рекламу, и мы сами волонтеры продавали, старались, это не просто, чтобы только касса онлайн, а вот именно волонтерские. Потом было очень много таких, когда москвичи покупали, не могли приехать, а мы эти билеты отдавали через фонд защитника Отечества, то есть могли прийти и инвалиды, и семьи участников, и родственники, родители. А сейчас, когда школьники будут выступать, как вы у будете нас агитировать? Есть, этим буду заниматься я, распространением. Вы так много чем занимаетесь, как у вас времени хватает? 24 хватает, да. То есть не только этим, знаете, мы всем занимаемся. И вот когда ребята попадают в какие-то ситуации, то есть у нас очень хорошие отношения с нашими, благодаря фонду Донбасса, наши опорники, они нам помогают. В госпитале, когда ребята помогают. Там тоже, кстати, в других городах тоже есть волонтеры. Вот у тебя там есть связи? Я говорю, у меня нет связи. Также беру, звоню, нахожу через интернет волонтеры из своего каждого города, где там наши госпитали. И помогают, нам всем помогают. И у нас вообще между городами мы дружим, и они с каким-то советом, какие-то что-то свое. Вот мы сейчас, когда ездим на форум, мы обмениваемся опытом своим. Вот последний форум, когда мы ездили с женщиной, создающей будущее, мы познакомились с очень интересными людьми. Вот сейчас я вам расскажу случай. У нас была недавно заявка, нас попросили, и я помню позывной Чингис.
И вот так получилось, что, оказывается, это были тоже женщины с Калмыкии. Я говорю, я вот, ну, там, в Чингизу, вот мы отправили посылку. И они, знаете, они так были благодарны, что вот, ну, как бы жители Республики Саха, как бы, ну, помогли. И оказалось, что он с нашими с Барс-2 служит, да, прям рядышком. Оказался он там главой республики. Нет, в администрации Республики Калмыкия он как бы работал раньше, и потом пошел по мобилизации на СВО. А вот обратную связь, что говорят бойцы, что их больше всего как-то согревает, что ли там, что им нужно больше всего? Ну, мы работаем, знаете, вот поначалу, когда в 23-м году мы немножко вообще не так, не те лекарства отправляли, да, то есть, ну, с опытом все это приходит, вот, сейчас мы отправляем для эвакуационных групп тактическую медицину, то есть это совсем немножко другая медицина, вот, также мы обмундирование, сети маскировочные. Но если по возможности, конечно, ребятам нужна оптика, это самое основное. Оптика — это что имеется в виду? Дроны, генераторы, ну, такое что-то вот для выполнения боевых задач. Завтра мы отправляем машину Патриота в БПЛА. И на той неделе мы после, вот у нас еще остались деньги после концерта, да, от концертной программы, мы купили Мавик. Еще дрон. Остались деньги, ничего себе. Хорошо вы тогда, Ну значит, да, и получается, собрали. вот мы ездили на гуманитарную миссию, мы там закупили, значит, гуманитарку, и еще вот провели концерт, который считали с поставщиками, и еще собрали деньги и как бы купили дрон. Еще сети же плести, я помню, вы говорили, что все время меняется, да, вот это плетение. Что Ну да, нужно это зависимо от сезона, это меняется, да, от цветовой гаммы. Но у нас сейчас немножко другая проблема. Мы не можем, как бы нам нужны швеи. Вот мы купили оборудование новое, да, новые швейные машинки, но у нас проблемы со швеями. То есть, если да, кто-то... нужны руки, да, нужны как бы... У нас минута остается до конца эфира, может быть, что-то еще кто-то хочет сказать? Да, дополню по поводу медицины. Мы также, молодежка, занимаемся, мы им показываем, как правильно оказывать первую помощь. Это вот сейчас студентам, скоро уже перейдем к нашим жителям. Вот. Также, если вы молодой и хотите помогать фронту, быть волонтером, ждем вас в молодежке Народного фронта Республики Саха-Якутия. Если уже в возрасте можете в народные полки идти, плести сети. Все для фронта, все для победы. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо, что вы сегодня пришли. Вы такие скромные. Я думала, нам совсем не хватит времени. Вы начнете так много говорить, а вы так мало говорите и так много делаете. Здоровья вам крепкого, и пусть ваши близкие будут здоровы, живы. Спасибо вам огромное. До свидания. У нас еще несколько секунд остается. Я слушателей... Вообще-то наша молодежь — это наше будущее. Это мы передаем им свой опыт в дальнейшем. И молодежь какая красивая, да, и какая самоотверженная. Да, есть кем гордиться, есть, да. Храни вас Бог вообще, вот дай вам здоровья Бог, чтобы все хорошо было. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, телезрители, спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что сегодняшний эфир был полезен, и если у вас есть желание присоединиться к волонтерам, к Народному фронту, то вы сможете найти в соцсетях, да, и можно найти. Хорошего вечера.